Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодняшней темой нашего видео будет достаточно полный разбор карты четверки Пентаклей. Значение этой карты в старые времена считалось довольно положительным, но в современности обрело явно уже негативные оттенки. Это весьма интересный, хоть и достаточно простой аркан, связанный, как и все прочие карты масти Пентаклей, да, с материальными ценностями. Давайте рассмотрим поподробнее. Значит, остановимся на общем описании, на сюжете и значении карты в раскладе. В качестве примера мы рассматриваем популярную колоду Таро Райдера Уэйта. Мы на ней видим мужчину, который сидит в довольно статичной позе. Обе его ноги стоят на пентаклях, руками он крепко обхватил еще один, а четвертый находится на его голове. Позади мужчины раскинулся город. Но кажется, будто бы он его совсем не замечает, сосредоточившись исключительно на том, что находится у него под носом. Основное значение четверки Пентаклей – это обладание. Ключевые слова и идеи карты в раскладе – это сила стабильности, желание сберечь имеющееся, что-то, что выстроено с большим трудом, отсутствие гибкости и адаптивных способностей, обладание и сохранение своей собственности, стремление защитить свое от посягательств, обеспечение неприкосновенности и безопасности, стагнация, блокировка, фиксация, жадность, нежелание делиться. Значение карты в прямом положении. Как можно догадаться по набору перечисленных ключевых выражений, четверка Пентаклей – это еще тот фрукт. С одной стороны, кажется, что защищать нажитое с большим трудом – дело весьма полезное, но с другой мы видим здесь не просто адекватную защиту, а некое скряжество, мелочность, скупость, ограниченные взгляды. Человек не просто оберегает то, что у него есть, а перестает куда-либо двигаться вообще, застряв в этой стабильности, к которой так стремится. Можно сказать, что это какой-то замкнутый круг, из которого персонажу карты выходить просто не хочется. Интересно, что в старые времена карте приписывалось довольно положительное значение. Она характеризовала получение наследства, всяких услуг, милостей и так далее. Скорее всего, с точки зрения людей той эпохи, подобная стабильность являлась достаточно хорошим показателем, особенно если учесть жизненные условия того времени. Но сегодня мы живем в совершенно другом мире, поэтому для нас значение карты Таро четверка Пентаклей скорее ассоциируется со скупостью и жадностью, с банком, который не дает кредит, с проявлением ограниченности. Значение карты в перевернутом положении. Под обратной картой происходят такие ситуации, как потеря денег, разлады внутри семьи, какие-то бесполезные покупки, расточительство, неумение управлять финансами и собственностью, наследственные и имущественные споры, отсрочки выплат. Но часто перевернутый аркан становится даже в чем-то полезным, ведь под ним человек словно вылезает из своей раковины, учится делиться,
адаптироваться к изменяющимся условиям. Но не факт, конечно, что этот процесс пройдет для него безболезненно. Так, значение карты в вопросах любви и отношений. Когда мы говорим о значении четверки пентаклей в отношениях, первое слово, которое приходит на ум, это собственничество. В прямом положении, конечно, это в первую очередь чувство собственничества, когда человек не желает делить своего партнера с близкими, друзьями, работой, да с чем угодно. Он готов посадить вторую половину в клетку и фанатично контролировать каждый ее шаг. Естественно, сопутствующим проявлением карты будет и бешеная ревность, особенно если рядом стоит такой аркан, как дьявол. Так, где у нас тут дьявол? Я думаю, что вы все прекрасно знаете, как выглядит эта карта, да? То есть совместно с картой дьявол это уже будет символизировать сильную, ну, скажем так, бешеную ревность, да? Вот. Еще одно значение четверки пентаклей в любви это застой в развитии отношений. Под этим арканом человек не хочет что-либо делать для улучшения и разнообразия отношений. Ему и так хорошо. По сути, это желание иметь, но ничего не отдавать взамен. Также эта карта хорошо описывает бытовую жизнь, когда в семье все стабильно, но скучно до невозможности. Также четверка пентаклей может проявлять себя как брак по расчету, союз, основанный исключительно на материальных соображениях. Перевернутое значение карты в вопросах любви. Если карта выпала в раскладе перевернутой, это уже выход из зоны комфорта, когда, например, вторая половина начинает активно протестовать против установленных партнером правил. В результате последнему остается либо принимать изменения порядка, адаптироваться к нему, либо разрывать отношения. Под этим арканом часто проходят внутрисемейные ссоры, в том числе из-за денег, собственности, неумения управлять семейным бюджетом. Теперь давайте рассмотрим эту карту в вопросах здоровья. В прямом положении основное значение карты в вопросах здоровья – это очень аккуратное обращение с собственным организмом. Под этой картой человек может иметь вполне приличное здоровье, однако вынужден постоянно его оберегать. Иногда это просто мнительность, а иногда какие-то реальные хронические заболевания, с которыми при соблюдении ряда правил вполне можно прожить до глубокой старости. Также аркан ассоциируется с зашлакованностью организма, закупоркой сосудов, лишним весом, с которым человек не хочет расставаться. А перевернутое значение карты в вопросах здоровья – это нарушение стабильности, обострение хронических заболеваний, которые не беспокоили раньше. Теперь давайте поговорим о характере и поведении человека, которому выпала эта карта как сигнификатор личности. В прямом положении это скупой, прижимистый человек с весьма ограниченными взглядами. Больше всего на свете он ценит собственную стабильность, поэтому тяжел на подъем и негативно относится к любого рода переменам.
Психологическое состояние – это ограниченность сознания, нежелание двигаться вперед, развиваться. В перевернутом же положении это человек, не умеющий сохранять нажитое, транжира, личность, склонная к беспорядку. Психологическое состояние в перевернутом положении – это когда пришлось в силу обстоятельств выйти из зоны комфорта. Теперь давайте посмотрим значение четверки пентаклей в работе и финансах. Да? В прямом положении это стабильность, но довольно скучная. По карте часто проходит рутинная, однообразная деятельность, которой человек занимается исключительно потому, что привык и ничего не хочет менять. Тепло, светло и мухи не кусают. Также аркан может означать работника, не применяющего творческий подход и разнообразие, а также тех, кто отгородился от коллег или подчиненных непробиваемым забором. Еще с картой часто ассоциируется атмосфера мелочности, скупости. Профессия, ассоциирующиеся с этой картой, это продавцы, работники таможни, музеев, мелкие начальники. Одним словом, деятельность, не связанная с каким-либо разнообразием. На финансовом плане это скромный доход, стабильная, хоть и небольшая, но регулярная зарплата. Перевернутое положение карты в вопросах на работу – это нестабильная обстановка, перемены в работе, который человек воспринимает как нечто негативное, финансовые потери, непредвиденные расходы. А при неблагоприятном окружении это вообще полное разорение. Теперь давайте посмотрим значение этой карты в сочетании со старшими арканами. Значит, с шутом это бесхозяйственность. С магом это собирать ресурсы для реализации проекта. Верховная жрица – это значит утаивать информацию. С императрицей – контролировать расходы. Император – накопление семейного капитала или средств в бизнесе. С первосвященником – это проявлять черствость. С арканом влюбленные – это чувство собственничества, извините, заговариваюсь немного. Колесница – это разбить копилку. С арканом сила – накопление потенциала. Так, с отшельником – это застой. С колесом фортуны – невосприимчивость к новому, ведущая к нестабильности. Справедливость – это нежелание вернуть долг. С арканом повешенный – это напрасные финансовые жертвы. С арканом смерть. Все накопленное пойдет прахом. С арканом умеренность. Баланс между экономией и желанием тратиться. Аркан дьявол. Алчность, скупость, патологическая жадность. Башня. Финансовая пирамида, банкротство.
С арканом звезда. Откладывать деньги на осуществление мечты. Луна. Мнимая безопасность. С арканом Солнца. Удачные вложения. Аркан Суд. Инвестиции принесут плоды. Аркан Мир. Заложить прочный материальный фундамент. Теперь давайте посмотрим примерное значение карт в сочетании с младшими арканами. Давайте начнем с масти жезлов. Туз жезлов. Копить деньги на осуществление идеи. Двойка жезлов. Отказ от подвернувшихся возможностей. Тройка. Растущий капитал. Четверка жезлов. Достижения в финансовой сфере. Пятерка жезлов. Разногласия из-за денег. Шестерка. Управление финансами в одиночку. Семерка жезлов. Тянуть одеяло на себя. С восьмеркой жезлов. Это наследство. С девяткой жезлов. Заподозрить чей-то корыстный интерес. С десяткой жезлов. Это застой в материальной сфере. С пажом жезлов. Впасть в интеллектуальный ступор. Рыцарь жезлов. Проматывать финансы. Королева жезлов. Корыстные интересы. Король жезлов. Предприимчивость. Это мы рассмотрели сочетание четверки пентаклей с жезлами. Теперь давайте посмотрим с мастью кубков. Туз кубков. Это любовь к деньгам. Двойка кубков. Оберегать семейный бюджет. Тройка кубков. Праздник только для своих. Закрытая вечеринка. Четверка кубков. Это пресыщенность. Пятерка кубков. Расстройство из-за невозможности сохранить достигнутое. Шестерка кубков. Защита своих интересов в прошлом. Семерка кубков. Это соблазн ни с кем не делиться. Восьмерка. Сложная финансовая ситуация. Девятка кубков. Предел мечтаний. Десятка кубков. Нежелание тратиться на семью. Паж кубков. Это хвастовство. Рыцарь кубков. Невосприимчивость к чувствам близких. С королевой кубков это сочетание означает думать только
о своих чувствах. С королем кубков это корыстный совет. Или корыстный, извините, если я неправильно сказала. Давайте рассмотрим с мастью мечей. Так, сочетанием четверки пентаклей, мечи, да? Туз мечей – это победа над самим собой. Двойка мечей – это готовность оборонять свои границы. Тройка мечей – это расстройство из-за чьей-то жадности или корысти. Корысти. Ну что у меня сегодня такое-то? Это слово корысть. Так. Четверка мечей с сочетанием четверки пентаклей – это чахнуть над златом. Пятерка – это посягательство на личное имущество. Шестерка – сбежать от трудностей из-за малодушия. Семерка мечей. Хитрые, корыстные замыслы. Восьмерка мечей – это замкнутый круг, который человек создал сам себе. Девятка мечей – это трястись над нажитым. Десятка мечей – это потерять все, что имеешь. Паж мечей. Необходима максимальная бдительность. Враги не дремлют. Рыцарь мечей. Бежать напролом. Королева мечей. Умная, но корыстная женщина. С королем мечей это жадный мужчина, обладающий большой властью. Ну и остались у нас, собственно, пентакли. С тузом пентаклей это необходимость защищать свое положение. С двойкой пентаклей неопределенность в том, как распоряжаться имеющимся. Тройка пентаклей – это защита авторского права. Пятерка пентаклей – отсутствие жалости, немилосердность, скряжество. Шестерка пентаклей – это спонсор, финансовый покровитель. Семерка пентаклей – это капитал, который не работает. Восьмерка пентаклей – это работа чисто ради денег. Девятка пентаклей – обеспечить себе безбедное существование. Золотая клетка. Десятка пентаклей – что мое, никому не отдам. Паж пентаклей – самоуверенность и снобизм. Рыцарь пентаклей – это быть хозяином положения. Королева пентаклей – обладать большим богатством. Король пентаклей – это самодур, распоряжающийся огромным состоянием. Если карта четверки пентаклей выпадает вам на совет, то тогда совет будет таким.
Стремление к стабильности – это всегда хорошо, но не превращайте это в самоцель, иначе рискуете погрязнуть в ограниченности и рутине. Любой капитал должен работать. О чем предупреждает этот аркан? Пресекайте любые проявления скупости, жадности, мелочности и чувства собственности, иначе вы потеряете тех людей, которые вас пока еще ценят. Вопросы, на которые отвечает эта карта. Стремитесь ли вы к стабильности? Умеете ли делиться с другими тем, что имеете? Способны ли вы грамотно распоряжаться материальными благами? Какими способами вы защищаете нажитое? Вот, пожалуй, все, что можно сказать о четверке пентаклей. Сегодня мы с вами подробно рассмотрели эту карту. Желаю вам хорошего дня. Спасибо большое за просмотр.